Приветствую вас, мои дорогие овны, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на весну этого 2024 года. Смотрим с вами месяцы март, апрель и май. Делаю я в формате открытых дверей. У меня будет из колоды 78 дверей, такая вот есть. Я достаю 4 карты на 4 основные сферы жизни. Это любовь, работа, деньги и здоровье. И мы посмотрим, открыты двери вам в эти сферы или закрыты. То есть, если дверь будет закрыта на картинке, это означает, что лучше эту сферу не трогать, оставить в покое. А там, где двери будут открыты, означает, что все будет идти легко и лучше в этой сфере, да, то есть как раз вот максимальное внимание уделить этой сфере. Ну, вот такой формат. Мне он очень нравится, потому что 3 месяца – это период большой, и смотреть детально нет смысла. То есть лучше смотреть всегда в целом, какая будет ситуация, обстановка, стоит, не стоит, да, вот уделять какой-то сфере внимания. Потому что иногда мы, допустим, ставим перед собой цели, там, весной максимально уделить внимание работе, да, вот как пример. А карты показывают, нет, там двери закрыты, лучше удели внимание семье, допустим, там, или финансам. Реши какие-то финансовые вопросы, что-то купи, продай. Поэтому вот посмотрим с вами, что карты подскажут, на что обратить внимание, а на что закрыть глаза. Так, овны, покажите мне для овнов весну 24 года, весна 24-го. Двери в личную жизнь для овнов, двери в работу для овнов, двери в финансы и двери в здоровье. Открыто и закрыто. А теперь мы с вами смотрим кратенько. Я буквально кратенько расскажу по каждой карте для вас. Значит, двери в личную жизнь. Что здесь смотрим? Ну, видите, пожар, 5 кубков. Не просто дверь закрыта, она еще и горит. То есть карты могут показывать, что здесь будут сложности в личной жизни у вас в этот период, ну вот в течение 3 месяцев. Причем здесь карты показывают, что вы как будто бы ищете помощи вовне, да, то есть чтобы кто-то помог, кто-то дал какой-то совет, как решить эту проблему дома. Но карты говорят, что тебе надо самостоятельно справиться. Нет смысла кого-то звать на помощь. Да, то есть пожар, уже проблема началась, на улице ночь, рядом никого нет, мы не видим людей вокруг. Да, то есть ваши крики о помощи, они бессмысленны. Ну или, допустим, вы пытаетесь до любимого человека достучаться, что-то да, вот доказать. Карта говорит, это бесполезно. Здесь нужно вот все вопросы решать самостоятельно, да, то есть пытаться искать выход. Горит дверь, ну, значит, надо вылазить через окно, да, то есть вот тут такое деревце, и по этому деревцу спускаться. А если вы это не сделаете, вы просто тратите время, да, то есть огонь поднимется рано или поздно на 2-й этаж, и вы тут как бы, и все плохо закончится для вас. То есть карта говорит, что времени нет, пора решать вопросы, которые возникают. Они уже, да, были какие-то сигналы у вас в отношениях, видимо, до этого момента. Ну вот весна станет той такой точкой, когда уже откладывать будет нельзя. Нужно будет разбираться с этой ситуацией. Так что вот так. То есть тут карты предупреждают о том, что, к сожалению, в личной жизни могут быть какие-то у вас неприятности. Если вы один или одна, то как раз эта карта показывает ваши крики о помощи. То есть вы как бы и хотите отношений, хотите, но при этом вы ничего не делаете. Ну, то есть карта говорит, надо как-то поактивнее себя вести, тогда быстрее будут отношения, там, знакомиться, проявлять какую-то симпатию, проявлять интерес, и тогда дело пойдет. А просто вот ждать принца, да, который прискачет и заберет вас из замка, ну так можно долго, да, тут стоять этого принца выглядывать. То есть вы должны быть поактивней, можно так сказать. Но, опять же, как ни крути, карта говорит о том, что в личной жизни вот будет сложно в этот период, да, то есть она будет со сложностями. Давайте дальше смотреть. Работа. На работе что? На работе выпадает жрица. Ну, жрица может показывать, что, опять же, период вот этих месяцев весенних, он будет для вас очень такой, знаете, пассивный. То есть это карта пассивности, паузы, наблюдения, когда нет активности, потому что женская энергия идет. Женская энергия – это всегда пассивность, это не активность. Возможно, вы будете интуитивны на работе в этот период. То есть вы знаете, как вы больше не анализируете какие-то события, а больше вот как бы чувствуете, мне поступить так или так. Очень сильно будет работать интуиция. Вы какие-то вещи можете предугадывать, предчувствовать на работе.
в этот период. Опять же, если мы берем двери, да, вот здесь как бы вместо дверей нарисованы такие вот шторы, да, проем, проход такой и шторы, но они открыты, видите, там нет, не закрыто. То есть проход есть. Потом карта говорит, в принципе, если вы хотели в работе что-то делать, то, ну, нет никаких преград. Здесь преград нет, здесь можно проявлять какую-то активность, но вы почему-то ее проявлять не будете. Вы даже можете полагаться на других. Эта карта еще может показывать, что когда я могу перекладывать ответственность на кого-то на работе. Ну, а карта говорит, что, пожалуйста, да, то есть двери открыты, ты можешь здесь как раз вот лучше заниматься не личной жизнью, а заниматься работой. Но у вас наоборот. Получается, что вы здесь берете паузу, а здесь пятерка максимально ведете. Пятерка — это всегда активность, это всегда какое-то действие, это всегда желание что-то поменять. А карты говорят, а вот желательно бы наоборот, да, то есть в личной жизни пока ничего не менять, чтобы не наломать дров. А на работе как раз вот вести себя активно, а у вас почему-то наоборот. То же самое касается и тех, кто ищет работу. Карта показывает, что вы не очень активны в поисках. Вы больше ждете, что кто-то придет, вас куда-то позовет, пригласит, чем сами занимаетесь поисками. В общем, не спешите. Это карта, когда я не спешу. Смотрим деньги. Что с финансами? Карта Луна. Ну, какие-то хитрости, обманы, непонимание, иллюзии, заблуждения. И дверь закрыта. Опять же, если вы хотели, например, изменить финансовую ситуацию, если вы хотели что-то там купить, продать, карта говорит, двери закрыты. То есть тоже, опять же, будет с какими-то проблемами. Вы постоянно будете сталкиваться с проблемами. Хамелеон, ситуация будет постоянно меняться. Она будет не такой, как есть. Вы можете попадать на мошенников по этой карте, допустим, в этот период. Ну, то есть карты вас предупреждают, лучше никакие финансовые операции на этот период не намечать, крупные, допустим, там брать кредиты, что-то покупать. Ну, если продавать, то в принципе можно, но опять же, даже если вы будете продавать, возможно, вы попадете на какого-то мошенника, который вас как-то обманет тоже. Вот. То есть поэтому лучше не продавать, не покупать в этот период. Луна. Затуманенная сознание, вы немножко неправильно оцениваете обстановку, ситуацию. Много страхов по поводу денег может быть у вас в этот период. Будете бояться там куда-то вкладывать, что-то делать. Просто есть страхи за деньги тоже. То есть дверь закрыта. Ну и смотрим здоровье. О, ну тут двери открыты. Тут прям нараспашку. То есть карта говорит, что если ты хочешь заниматься здоровьем, если вам нужны какие-то операции, плановые, неплановые, если вы давно планировали там пройти курс массажа, сделать лазерную коррекцию зрения, там вылечить зубы, карта говорит, вот прям лучше месяца не придумаешь, чем, ну не месяца, вернее, лучше периода не придумаешь, чем весна. Прям вот это для вас открытые двери. Вот для вас, видите, 50 на 50. Две двери открыты, это работа и это здоровье. Карта говорит, здесь все будет идти для вас легко. Поэтому, пожалуйста, меняйте, что-то делайте, и будет хорошо. А здесь двери закрыты, что касается личной жизни, что касается финансов. То есть здесь, если какие-то ситуации будут возникать, они будут создавать для вас трудности, проблемы, какие-то неприятности, и вам придется вот с ними сталкиваться. Ну, опять же, можно будет более подробно посмотреть в прогнозах. Я записываю каждый месяц и каждую неделю. Вот недельные очень хорошо дают информацию. Поэтому все вот эти ситуации вы можете увидеть, например, когда будет эта проблема дома. Можно будет увидеть в недельном прогнозе, когда этот кризис придет, когда вас могут обманывать мошенники, тоже показывают прогнозы на неделю. Ну вот, поэтому это такие вот предупреждения для вас, что в целом эти две сферы хорошие, здесь какие-то могут быть неприятности, сложности, придется с этим справляться. Вы должны быть просто к этому морально готовы, что легко не будет. Ну вот такая информация кратенькая для вас на весну, чтобы вы понимали в целом, да, вот где будет легко и просто, а где будет с какими-то сложностями. Благодарю за внимание, Овны, и жду вас на своих новых видео.